Гладиолус – это яркий и очень красивый цветок из рода клубнелуковичных растений, относится к семейству ирисовых. Его можно встретить не только в местах его исторической родины – Азии, Средиземноморской, Европы, Южной и тропической Африки, но и во всем мире. Гладиолус вырастает в августе, и им, как и любому другому цветку, нужен уход. А как ухаживать за ними, нам рассказала ведущий специалист Россельхозцентра Люба Джандикова. Цветение гладиолуса в саду может длиться всего 2 недели, а может радовать нас минимум половину лета и даже часть осени. Чтобы гладиолусы прекрасно цвели и дали хорошие замещающие клубни, луковицы, необходимо за ними ухаживать. Прежде всего нужно пропалывать и рыхлить. Рыхлят обычно на глубину 2-4 см, не более. С момента посадки до массового цветения гладиолусам необходим периодический полив и обязательно обработка от трипсов, насекомых. После цветения желательно сократить поливы. Это способствует созреванию клубней луковиц. Особенно гладиолусы нуждаются в поливе в первый месяц после посадки и при формировании соцветий. Полив где-то раз в 10 дней – это обязательно. Что касается удобрений, гладиолусы нужно подкармливать, но ни в коем случае не органическими удобрениями. От органических удобрений листва у гладиолуса будет расти в ущерб цветению, поэтому подкармливать лучше минеральными удобрениями. И еще этому цветку просто необходим азот. Он способствует росту листьев и формированию длинного цветоноса. Но азот вносят только весной и то 2 срока, используя аммиачную селитру и мочевину. То есть по 30 грамм на 10 литров воды. В первый раз при появлении первого листа, второй раз при появлении 5-го и 6-го листа. А в период цветения азотные удобрения уже противопоказаны. Если мы будем переобогащать почву азотом, то у нас пойдет зеленая масса в ущерб цветению. Еще одним прекрасным удобрением является калийная селитра. Без нее цветонос будет коротким, цветение задерживаться будет, и в итоге на гладиолусе вырастет мало цветов. Дозировка калийной селитры 30 грамм на 10 литров воды. Что касается подкормки фосфором, то этот цветок в нем не нуждается, если, конечно, нижняя часть листьев не потемнела и не приобрела такую бурую окраску. Прекрасно отзываются гладиолусы на подкормку золой. Ее можно рассыпать под растением или заделать в почву рыхлением. Приблизительно от 70 до 100 грамм золы древесной на квадратный метр используется. При недостатке калия происходит укорачивание цветоноса, и причем более старые листья желтеют, и между жилками молодые листья тоже начинают желтеть. Чтобы цветы гладиолуса росли здоровыми в период цветения, кусты необходимо осматривать на предмет их заболевания, хотя бы раз в неделю. Если вы заметили сухие участки на листьях, то их обязательно нужно удалять. К сожалению, болезнь гладиолусов не лечится. Все гладиолусы, которые растут рядом, могут стремительно заболеть, заразиться, и в этом случае мы потеряем сорт. Еще один момент. При срезке гладиолусов на букет необходимо, чтобы оставалась листва для питания луковиц. Обычно оставляем 4 листа от низа. В этом случае луковица будет набирать силы, и у нее останется листовой аппарат и на следующий год. В стадии цветения, когда уже вот такой вот длинный, достаточно такой высоты колос, обязательно нужна опора. Это может быть отдельно колышек, как в моем случае, и привязываем к этому колышку, собрав наше растение. Привязав кусты цветка к колышку, мы таким образом поддерживаем его в вертикальном положении. Выкапывают гладиолусы в конце сентября, в начале октября, когда луковицы полностью созрели, а полное созревание луковиц происходит через 40-50 дней после цветения. Узнать, что гладиолусы уже готовы к выкопке, мы можем, выкопав одно растение и посмотрев, в каком состоянии находится детка-клубнепочка. Если она уже покрылась твердой оболочкой, значит гладиолусу пора выкапывать. Следуя таким советам, мы не только насладимся красивым видом и ароматом такого прекрасного цветка, как гладиолус, но и сможем сажать его луковицы каждый год.